сегодня мы проводим такое мероприятие с вами, потому что тема очень актуальная. Профилактика преступлений, связанных с лечением денежных средств граждан с помощью средств мобильной связи, сети интернет и пластиковых карт. Тема актуальна, потому что у нас в Чувашской республике наблюдается большой рост количества этих преступлений, мошенников становится все больше и больше, способы совершения преступлений все более изощреннее, и даже в последнее время участились такие случаи, когда, например, можете даже не знать, что у него денежные средства похищены с карты. То есть по ходу банкомата смотрит, а уже денег нет. Такие даже факты есть. То есть поэтому мы сегодня хотим на эту тему более подробно с вами переговорить, чтобы вы знали, что какие виды мошенничества существуют и как себя безопасить свои сбережения. Потому что действительно во многом это связано с тем, что граждане сами себя делают помощью. Позвольте представиться, старший помощник прокурора Чувашской республики Петров Альберт Иванович. Я отвечаю за вопросы организации работы органов прокуратуры Чувашской республики по правам просвещения населения. И как раз таки именно в рамках права просвещения мы встречаемся сегодня с вами на этой теме. Спасибо большое, что подошли на это мероприятие. Я думаю, что оно вызовет у вас интерес, и я очень прошу быть активными, задавать вопросы, мы постараемся на них ответить и максимально довести полезную информацию для вас. Я представлю участников мероприятия. Сегодня перед вами выступят и мои коллеги, в том числе работники органов внутренних дел, и мы пригласили работников Сбербанка для того, чтобы максимально охватить все те вопросы, которые вас могут интересовать в рамках данной темы. Позвольте представить моих коллег. У нас сегодня принимает участие в мероприятии также работник прокуратуры Ортиков Евгений Владимирович, заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной операцией деятельности прокуратуры Чувашской республики. Он вас в целом расскажет о состоянии преступности, связанной с хищением денежных средств, с использованием банковских карт, средств мобильной связи, сети интернет. Также в нашем мероприятии принимают участие работники МВД Чувашской республики. Это Кириллов Андрей Юрьевич, начальник отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД Чувашской республики. Тема его выступления – основные способы хищения денежных средств граждан с использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети интернет. Также мы пригласили для участия в мероприятии начальника отдела К МВД Чувашской республики Смирнова Александра Владимировича, который как раз таки выступит на тему, посвященную вопросам профилактики мошенничества с использованием сети интернет. Поскольку здесь у нас необходимо специальное познание порой для того, чтобы такие преступления выявить, мы расскажем более подробно о данных видах преступлений. Также у нас принимают участие в мероприятии работники Сбербанка, а точнее Чувашского отделения Сбербанка России, Афанасий Родион Данилович, начальник службы безопасности Чувашского отделения ПАО Сбербанк России, и также у нас присутствует Кусова Елена Гомова, сотрудник Чувашского отделения Сбербанка России. Их тема выступления о состоянии ОБР безопасности при использовании счетов, открываемых в Сбербанке России, в том числе при пользовании пластиковой карты. Вот таким образом мы построим нашу сегодняшнюю беседу, и также будет отведено время для вопросов и ответов. Прошу быть активными и, соответственно, задать вопросы. Когда я слово предоставляю Кириллу Андрею Юрьевичу, начальнику отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД Чувашской республики, тему выступления, еще раз напомню, основные способы хищения денежных средств граждан с использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети интернет. Добрый день. Хочу сказать спасибо за то, что вы пришли. Нас хотим начать наше выступление с отказа двух уроков. Можно показать урок? Вольник показать можно? Сейчас.
быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентам. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. «У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже». Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Стоп-спам. Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением «защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает: будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. МВД Чувашской Республики предупреждает: участились случаи хищения денег с банковских карт. Никому и ни под какими предлогами не сообщайте пин-код карты и ее реквизиты. Установите антивирусное программное обеспечение на сотовый телефон или другое устройство, подключенное одновременно к интернету и услуги управления банковским счетом. При снятии денежных средств желательно использовать банкоматы, расположенные в безопасных местах, где имеются системы видеонаблюдения и охраны, а также при наборе пин-кода обязательно прикрывать клавиатуру свободной рукой. Спасибо за то, что посмотрели данные ролики. Сейчас хотел бы я немножко акцентировать ваше внимание на количество зарегистрированных данных преступлений у нас в Чувашской Республике. Так, на 29 сентября текущего года у нас в республике зарегистрировано преступлений 1512. Из общего количества совершенных преступлений 789 хищений совершены посредством неправомерного списания денежных средств банковских карт. 700 фактов совершены с использованием средств мобильной связи. 635 с использованием сети интернет. Основными способами хищения денежных средств, которые также было указано в роликах, я вам еще раз повторю, это совершение под предлогом покупки, продажи товаров в сети интернет. У нас зарегистрировано 401 заявление. Под предлогом блокировки банковских карт 233. С использованием мобильного банка вредоносных программ неустановленным способом у нас в органах внутренних дел обратилось 301 гражданин. Под предлогом подания родственников ДТП зарегистрировано заявление 66. Под предлогом получения выигрыша, компенсации, ошибочного перечисления 49 фактов.
В части профилактики данных преступлений нами МВД проводится определенная работа с средствами массовой информации. Это мы работаем также с каналом «Россия-24», «Россия-1», национальным телевидением Чувашии. На радиостанциях периодически выходят наши выступления. На информационных стендах жилых домов размещаем наложенные социальные рекламы, баннеры, листовки. В данный момент вам перед нашим началом тоже были розданы некоторые из этих баннеров, листовок, памяток. Так, за 9 месяцев нами в печати было 69 статей, на радио было осуществлено более 40 выступлений. На телевидении, затрагивая именно данную тематику, было 23 программы. На официальном сайте МВД по Чувашской республике выставлено 149 статей. Новости сети интернет и информагентств более 180. Сейчас хотел бы просто перейти к некоторым ситуациям и как не попасть на удочку мошенника. Первая ситуация, когда получили электронное сообщение о том, что вы выиграли автомобиль и вас просят перевести деньги. Это часто приходит, и тоже люди попадаются на данную удочку. Оградить себя от подобного рода преступления, просьба, понимая, что вы не сможете приобрести автомобиль, но у вас все эти родственники взрослые, просьба, передайте последующим то, что мы до вас доверили, и то, что вам передали, памятки, баннеры. Прежде всего, необходимо быть благоразумным. Необходимо нам задуматься над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше лотереи, призов. Знакомы ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, которые сейчас я озвучил, рекомендую вам проигнорировать поступившее сообщение, либо сообщить взрослым о данном СМС-уведомлении. Но если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организатором розыгрыша, старайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия, в ней и правилах ее проведения. Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства на порядок уплаты налогов. Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер является счастливым и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания. Вторая ситуация. Решили купить в интернет-магазине мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат по привлекательной цене. В магазине просят включить предоплату. В данном случае, прежде всего, необходимо обращать внимание на цену, которую указывают в объявлении. При заказе товара вас просят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек, посредством терминала экспресс-оплаты. Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создает интернет-сайт сегодня далеко не на несколько минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайта возродится по другому адресу, по другим дизайнам, по другим названиям. Одно из наиболее распространенных, немножко повторюсь, это СМС-уведомление, что ваша банковская карта заблокирована. Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, которые будут указаны в СМС-сообщении. Это самый основной момент. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы всегда найдете на обратной стороне пластиковой карты. В принципе, у меня это основные моменты, которые я хотел бы ввести. Напомнить, что все СМС-уведомления в основном направляются наличие получения призов, переводов, мошенников. У меня все.
рассказали об основном виде мошенничества, об этом ролике было сказано. А что делать, если человек все-таки попал в беду, то есть с его карты списали денежные средства, он, скажем так, доверился мошенникам, сообщил данные своей пластиковой карты, это потому что смс-сообщение, ваша карта заблокирована, либо каким-то иным образом попался на ловушку злоумышленников и, соответственно, денежные средства были похищены. То есть вот здесь надо поступать, надо себя правильно повести и насколько своевременно необходимо действия предпринять. Можно еще более подробно? Если рассматривать случай, что были сняты денежные средства с карточки, когда вы сообщили реквизиты банковской карточки. Реквизиты банковской карточки – это серийный номер, который прописан на карточке. В данном случае вам необходимо будет, после того, как вы поймете, что у вас обманули, позвонить на горячий номер, который указан на обратной стороне, звонки бесплатные, либо подойти в ближайшее отделение Сбербанка, написать заявление о блокировке карточки и обратиться в ближайший отдел полиции, где сообщить, что у вас был осуществлен телефонный разговор с мошенником, что после его разговора были перечислены списанные деньги. Для этого вам нужно будет для сотрудников полиции постараться объяснить все обстоятельства разговора, что происходило, и с какого абонентского номера преступник звонил. Последующий обратиться в Сбербанк либо в другой банк, где у вас открыта карточка, и получить выписку движения денежных средств. Это основные моменты, которые в последующем необходимо вам произвести после того, как вас обманули. Спасибо большое. Ну, действительно, было сказано хорошо о способах мошенничества, которые сейчас практикуются в Чувашской республике. Было сказано о том, что действительно рост количества преступлений очень огромный. Здесь не приведены цифровые данные, но если сравнивать с наличным периодом прошлого года, с 2015 годом, да, у нас рост в 15 раз больше преступлений совершено именно с использованием пластиковой карты, сетевой и средств мобильной связи. То есть огромный рост, 15 раз, это очень большой рост в Чувашской республике. Несмотря на то, что средства массовой информации часто можем видеть объявления, публикации о том, что действительно осторожно мошенники, люди все равно продолжают попадаться на удочки и продолжают быть жертвами, потерпевшими от этих преступлений. Психология, к сожалению, такая у людей. Часто с этим можно столкнуться, и работники правоохранительных органов спрашивают потерпевших, а почему вы вообще вот это сделали, почему вы сообщили неизвестному лицу данные своей банковской карты, когда вам сообщили СМС, что ваша карта заблокирована и так далее. Психология такая, что с нами это не могло произойти, мы знали действительно о том, что мошенники орудуют у нас во всем, но тем не менее считали, что с нами такого произойти не может. Это неправильная психология, и ни в коем случае не нужно ее придерживаться, и нужно быть очень внимательным в этом плане. Потому что когда уже преступление совершено, раскрыть очень тяжело. У нас часто мошенники совершают преступления за пределами Чувашской республики. Большинство преступлений, большинство мошенников, они совершают преступления за пределами Чувашской республики. Их нужно искать, их найти не так просто. Здесь возникают проблемы процессуального характера, потому что необходимо направлять материал уголовного дела в другие органы внутренних дел. Это уходит время, сроки, и возможности поймать мошенника зачастую утрачиваются с точки зрения своевременности этих действий. Поэтому лучше, конечно же, предупредить такое преступление, лучше не попасться на улицу мошенников и, конечно же, не совершать подобных бездумных поступков. И было уже сказано действительно актуально, что сейчас мошенники размещают объявления в интернете о продаже каких-либо товаров, услуг, оказании каких-либо услуг, продаже товаров, как правило, по привлекательным ценам, то есть по невысоким ценам, то есть продать какие-либо товары через сайты Авито, те же самые, да, очень популярные сейчас Авито, другие сайты. И люди направляют денежные средства мошенникам за покупку какого-либо товара, за приобретение, на самом деле не видя даже, кто это такой.
и в последующем, естественно, расстаются с денежными средствами. То есть никакого товара они не получают, перечислив деньги за якобы товар, который указан в объявлении, а в последующем мошенники скрываются. Таких случаев очень много. В последнее время очень случаи даже покупки машин через такие сайты. То есть авансом деньги перечисляют за покупку машин. Ну, дошло до такого. То есть вообще неизвестно, кому перечислять деньги, получается. И фактически потом мы удивляемся, что остались на обманутыми. Не видя ни товара, ни машины, ни продавца. Люди просто дистанционно перечисляют деньги, не зная куда. И очень даже удивительно, что они даже не задумываются о том, что все-таки это очень опасно. Это очень опасно. Поэтому это не только касается покупки машин, это касается покупки любых товаров. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Такие сейчас случаи сплошь и рядом не имеют места. Ну и опять же было сказано по поводу выигрыша приза. Да, когда вам приходит смс-сообщение либо интернет-сообщение по вашей электронной почте сообщение о том, что вы выиграли приз, а вы нигде не участвовали в никаких, естественно, акциях, таких подобных, в розыгрышах, в лотерее, то, конечно же, стоит насторожиться. Это, как правило, те же самые мошенники, которые в последующем, когда вы с ними связываетесь, просят совершить определенные другие действия, в том числе перечислить денежные средства для того, чтобы получить приз. И в последующем, естественно, они скрываются. Но в последнее время мошенники стали изощряться уже вплоть до того, что размещают объявления, скажем так, точнее, используют объявления граждан. Вот, недавно был случай, пропала собака. То есть женщина разместила объявление, что у нее о пропаже собаки. Мошенник с ней связался по телефону, сказал, что он нашел эту собаку и необходимо для этого перечислить ей вознаграждение, передать. При этом сказал, что в определенном месте он находится. Когда женщина пришла в это место, сказал, что его якобы нет, но нужно перечислить ей, опять же, через банкомат, назвал реквизиты, куда нужно деньги перечислить. Но, естественно, перечислить деньги она никакой собаку не получила, и человек, который получил эти деньги, естественно, скрылся. То есть и такими способами уже в последнее время орудуют мошенники, поэтому всякие изощренные могут быть способы, и необходимо, конечно же, необходимо быть осторожным в этом отношении. Я передам слово. Да, конечно. Сообщите номер телефона для того, чтобы быстрее можно было вычислить этого человека. Вот такие образом можно помогать органам. Да, у нас имеется момент, что это смс-рассылка, что ваша карта заблокирована. Допустим, есть такая практика, что сталкивался. Один преступник разослал более 1000 смс, и на данный смс у нас только, получается, как бы среагировал один гражданин и позвонил в дежурную часть отдела полиции по месту жительства, который обычно при каких-то обстоятельствах он сообщает. Да, можно звонить на телефоны в дежурную часть отдела полиции города, где проживаете, либо телефон 02 и сообщать, что пришло смс-сообщение с каким-то описанием текстовым, что ваш карта заблокирована, либо ночной перевод заблокирован, и абонентский номер. Данная информация у нас отражается, мы ее обобщаем, анализируем, и иногда она вам способствует по установлению и последующему задержанию нового лица. Я думаю, у нас же студенты, ученики, которые проживают в Чебоксары, правильно? Все, наверное, знаете телефон, дежурной части отдела полиции. Я думаю, может, если у вас есть случай, наверное, давайте запишем для сведения. Когда у нас случай, надо звонить и сообщить информацию.
полиции номер 1. Обслуживает центральный город, часть города. Телефон 62 00 02. Отдел полиции номер 2. Это расположен по улице Калинина. Телефон 63 00 02. Отдел полиции номер 3. Телефон дежурной части 53 14 20. Отдел полиции номер 4. Это Московский округ бывший. Телефон 45 00 02. Отдел полиции номер 6. Микрорайон Южный, район Ромашка, телефон 51 03 72. И отдел полиции номер 5, я его пропустил, телефон 34 18 40. Обслуживает территорию юго-западного района, города Чебоксар. Надеюсь, я напомню вам ваши отделы полиции. Все. Мы переходим к следующему выступающему. Смирнов Александр Владимирович, начальник отдела К, никуда еще раз послушайте, еще раз напоминаю тему профилактика мошенничества с использованием сети интернет. Добрый день, я представляю отдел КАК Чувашской республики. Если вы не знаете, наш отдел занимается предупреждением и раскрытием преступлений, которые совершаются с использованием всех технологий, интернет, компьютер, но все, что связано с техникой. Значит, вкратце хотел привести на вас основные моменты, с которыми мы столкнулись. У меня докладчики, скажем так, некоторые моменты уже затронули, то есть те направления, с которыми мы также столкнулись. Я хотел бы вас ввести некоторые, скажем так, основные правила при, скажем так, использовании этих правил безопасности своих кошельки для того, чтобы у вас просто сменить денежные средства. Вот самые сейчас основные интересные моменты я для вас приведу. Давайте начнем с самых распространенных. Это социальные сети. Наверное, все вы являетесь участниками таких социальных сетей, как ВКонтакте, Одноклассники. И, соответственно, можете стать жертвами лиц, которые занимаются именно этими социальными сетями. В чем заключается действие этих мошенников? В последнее время участились случаи, когда, допустим, к вам ВКонтакте приходит сообщение от тех или иных лиц, которые просят вас перевести денежные средства, очень нужные для них. Они говорят о том, что у них возникнут проблемы. Это, как правило, близкие друзья, знакомые, которые вы познакомились или действительно реально имеете связь, знакомые родственники. И, соответственно, вы перечисляете денежные средства. А впоследствии узнаете, что денежные средства были направлены совсем неизвестные лица. То есть вам приходит, вы начинаете спрашивать в последующем у лиц, которым отправили денежные средства, как помогли, не помогли эти денежные средства. А вы узнаете, что ваши родственники или знакомые эти денежные средства даже не получают. Чтобы себя обезопасить, при получении таких сообщений необходимо связаться с лицом, потому что, как правило, вы узнаете и действительно узнаете, направлял ли он такое сообщение вам. Если вы узнаете, что действительно просил, то смело можете направлять. Если же оказывается обратное, соответственно, это мошенники. И денежные средства перечислять вы не будете. Второй момент. В последнее время у нас имеют место случаи, когда, например, вы размещаете объявление, например, на сайте Авито, продажа автомашины, какой-то запчасти. Нам, соответственно, перезванивают, могут перезвонить и спросить про эту запчасть и попросить предоставить реквизиты вашей банковской карты для того, чтобы перечислить предоплату за товар, чтобы вы, допустим, не продали ее другому.
Вы, соответственно, можете предоставить реквизиты банковской карты. Как уже говорили, реквизиты банковской карты могут позволить злоумышленникам просто снять денежные средства с ваших счетов. Второй момент, это самое основное, и вот те два ключевых момента, которые сейчас у нас злободневны. И чаще всего именно на эти два случая у нас люди попадаются. То есть ВКонтакте и Авито. Следующий момент. В последнее время участились случаи, когда на телефоны граждан приходят сообщения такого характера. Могут даже прийти от знакомых. К примеру, последний случай приходит сообщение типа «Смотрю на фото, вспоминаю вас». Здесь граждане, как правило, интерес проявляют и открывают это сообщение. В дальнейшем, соответственно, происходит заражение вашего телефона в виде так называемых вирусов. Вирусы заточены на то, чтобы снять денежные средства с ваших банковских карт. Как обезопасить себя? Прежде всего, конечно, ваши телефоны, они постоянно, как правило, у многих имеют выход в интернет. Поэтому в обязательном порядке установите на свои телефоны антивирусное программное обеспечение. По крайней мере, процентов на 70 вы себя обезопасите. Можно даже поставить и бесплатные вирусные программы, они у нас на в большом количестве. Соответственно, вы себя также обезопасите. Ну, самые распространенные, какие вы знаете, гелии-гуманатали, ну, вот такие вот самые антивирус Касперского можно поставить, тот, который Avast, ну, самые распространенные, которые, скажем так, с положительной стороной зарекомендовали себя, менее известные антивирусники, скажем так, щадят вас с меньшим количеством процентов. Ну, вот самые известные антивирусы. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание. Вот в видеоролике вы уже обратили внимание, показали основные способы, которые используют для того, чтобы снять денежные средства с банковских карт. Так? У кого здесь в зале есть банковские карты? Пожалуйста. В принципе, смотрите, у каждого здесь сидящих банковская карта есть. Скажите, у кого карты имеют, скажем так, возможность удаленно ими управлять. То есть посредством телефона вы ими управляете. Сколько таких людей? Ну, получается, процентов 20, наверное, из этого количества. А у кого из этого числа на телефоне установлено антивирусное ПО? Вот, это уже хорошо. А вот других из числа, которые присутствуют, имеется ли на телефоне антивирусное предназначение? Кого еще есть? Имеете? Они вообще все понимаете, у кого вообще есть антивирусный телефон? Вот. Получается, а у остальных антивирусного программного обеспечения нет, так? Вот. Я понимаю, что, может быть, скажем, граждане более старшие не знают о том, что необходимо устанавливать какое-то обеспечение программное на свои телефоны, чтобы себя обезопасить. Но у нас сейчас на, скажем так, известных сайтах, даже в ЛТ, часто рекламируют, что вот необходимо установить антивирусный программу. В интернете можно найти любую, если, допустим, у вас телефон на базе андроида, это Play Market. В Play Market, соответственно, также можно качать. Если не умеете сами, попросите своих детей. Дети наверняка вам это помогут сделать. Но это процентов 70-80 вас защитит от того, что у вас денежные средства пропадают. Следующий момент по банковским картам. Я бы все-таки рекомендовал большие суммы денежных средств на банковских картах не хранить. Если, допустим, вы пользуетесь интернетом, ну, чаще молодежь, взрослые люди, нас сейчас стало много покупать в интернете продукты. Продукты, вещи разные, что угодно. И, как правило, для оплаты указываете вы реквизиты банковских карт, на которых и хранятся ваши основные средства. Поэтому, чтобы себя обезопасить, заведите себе вторую банковскую карту. Я не знаю, там много вариантов, дешевые карты, кукурузу, там же какие карты. И вот на них положите там небольшую сумму денежных средств, которые вам необходимы для совершения покупки в интернете. И все. А основную банковскую карту вы не будете показывать, соответственно, потенциальным жуликам и, соответственно, как-то себя обезопасить. Хотите покупку сделать на 1000 рублей, положите 1000 рублей и реквизиты этой банковской карты и укажите при покупке. Соответственно, риск потерять свои денежные средства минимизируется. Следующее, на что хотел бы обратить. Вот вы в сюжете, наверное, видели момент, когда
значит, гражданин подходит к банкомату и снимает денежные средства. Сюжет показан не зря, потому что, вот, например, в том году мы задержали две группы, которые сюда в Чувашию приезжали для того, чтобы именно снять денежные средства у граждан республики. Каким образом они это делали? Значит, устанавливаются на банкомате специальные устройства, так называемые скиммеры. Если кто не слышал, что из себя представляет. Значит, своеобразная накладка на картоприемник. Она имеет точно такой же цвет. Никакой разницы, так если, допустим, не посвященному лицу, да, вы даже можете не заметить, что он стоит какое-то устройство. И, соответственно, ставится дополнительная видеокамера. Как правило, видеокамера ставится на клавиатуру, на которой вы выбираете пин-код. Как, допустим, себя обезопасить в этом случае. Как уже в ролике вам сказали, для этого элементарно просто закрыть выбираемый пин-код либо сумочкой, либо рукой. В этом случае видеокамера не запишет выбираемый код. Есть, конечно, случаи, когда вместо видеокамеры используется действительно накладная клавиатура. В этом случае, конечно, трудно будет что-то изменить, но есть одно необходимое условие. Вы всегда можете, подойдя к банкомату, просто руками потрогать вот эти вот тот же картоприемник. Как правило, в наушники картоприемники ставят на двусторонний скотч. Если вы немного потрогаете, то можете обнаружить, что этот картоприемник немного влево вправо. Соответственно, у вас появится подозрение, что здесь стоит какое-то левое устройство. Соответственно, лучше использовать другой банкомат. Следующий момент по поводу того, что на банковских картах вы часто пишете свои пин-коды. В случае, если, допустим, вы потеряете свою банковскую карту, злоумышленник легко денежные средства снять. Пин-код написан, подходит к другому банкомату, соответственно, денежные средства снимаются. Очень простой способ. Следующий момент, который, как правило, злоумышленники используют, это вот в последнее время, хотя и случаи такие стали у нас меньше в республике происходить. Это когда, допустим, вы подключили услугу удаленного управления, и в банке указываете номер телефона. Потом, соответственно, перестаете пользоваться этим номером телефона, заводите другой номер телефона, а этим телефоном через некоторое время начинает пользоваться другое лицо. Как это происходит? Первое. Оператор, когда вы перестаете пользоваться телефоном, перепускает ваш номер телефона и отдает другому лицу. Соответственно, другое лицо получает доступ к вашей банковской карте, поскольку номер телефона первый будет привязан именно к ней. И, соответственно, также производит снятие денег с ваших банковских карт. Поэтому, если вы меняете номер телефона, обязательно сообщите банку, что вы либо поменяли, либо перестали пользоваться данным номером телефона. И в этом случае вы себя также обезопасите. Потому что бывают там, ладно, я понимаю, там сумма 1000, 2000 рублей, а если сумму зашкаливают за 100 тысяч рублей, соответственно, будет немного жалко с ними расстаться. Следующее, на что хотел бы обратить внимание. Ну, поскольку я смотрю, что молодые люди присутствуют, да, немного, скажем так, отойдут от темы мошеннических сетей интернет. Хотел бы остановиться на злободневных, скажем так, вещах, которые молодые люди у нас. С чем нам приходится сталкиваться, когда вот молодые люди используют сеть интернет? Вы видите, что у нас интернет, скажем так, захламлен всякими нехорошествами. Первое, порнография, в большом количестве, детская порнография, нетрадиционная порнография, все что угодно. И молодые люди, им интересно, я понимаю, интерес есть, начинают обмениваться между собой вот этими снимками, видеофайлы, видеоролики, где, допустим, еще страшнее, когда используются малолетние при съемках порнографии. И вот эти ролики попадают в сеть интернет, и вы начинаете между собой обмениваться. Я бы вас хотел предупредить, что распространение порнографических материалов, а если идет речь о несовершеннолетних, очень серьезно наказывается государством. И за это предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, чтобы себя обезопасить и, скажем так, себе не портить ни карьеру, ни дальнейшую жизнь, вот этими вещами лучше не заниматься. Потому что рано или поздно то, что вы делаете в интернете, становится известно по
правоохранительным органам, в этом случае наказание будет неизбежно. Поэтому хотел бы вас в этом случае предупредить. Таких вещей делать нельзя. В принципе, я свой доклад закончил. Если есть какие-то вопросы, вы можете мне задать. Как работает вирусное программное обеспечение? Вот последний случай я скажу конкретно. Значит, на телефон приходит, жители республики приходят сообщения такого характера. Вот такая фраза. Смотрю на фото, вспоминаю нас. Причем приходит от знакомого. Соответственно, что делает? Соответственно, ему интересно, там приходит все время сообщение, он нажимает на данную ссылку и проходит на некий ресурс. Там ему предлагается установить. Ему, соответственно, предложение он это делает. Даже отмечен случай, когда он действительно начинает стоять антивирусный, и он ему предупреждает, что это опасно может привести к заражению телефона. Несмотря на это, кто все равно проходит по ссылке и попадает, соответственно, на, скажем так, некий ресурс, который заражает ваш телефон некой программой. В этом случае телефон может просто заглючить. Может выключиться, потом перезагрузиться. То есть эта программа, скажем так, дает возможность злоумышленнику получить удаленный доступ к вашему телефону. Что делает дальше эта программа? Она сканирует всю вашу телефонную книгу и по всем номерам осуществляет смс-рассылку с точно таким же текстовым содержанием. То есть фактически все ваши друзья получают аналогичное сообщение и получается в геометрической прогрессии количество лиц, которые подвергли заражению, увеличивается. Вот так примерно работает программа. То есть злоумышленники получили доступ к вашему телефону, а телефон, соответственно, у вас привязан к банковской карте. И все дальнейшие действия злоумышленник осуществляет практически сам. Первое, во-первых, вы перестаете получать с номера, который вам предоставил банк для обслуживания сообщения, уведомления о том, что по вашему счету происходят какие-то изменения. То есть вы практически, если вирусом заразились, не будете получать никаких смс-уведомлений. Вы можете лишь обнаружить, когда пойдете в магазин и просто банкомат нет денежных средств. Вот тогда вы увидите, что у вас на счете хватает денежных средств. Спасибо большое. Я думаю, здесь все понятно, да? Насколько сейчас опасно вообще вот именно пользоваться сетью интернет с помощью мобильного телефона. Можно действительно поймать вирус и в последующем даже вы не узнаете, что с вашего счета списали денежные средства, потому что вам не придет смс. Ну, наверное, нужно добавить, что вирус можно получить с помощью компьютера, потому что мы свой телефон к компьютеру подключаем, когда обмениваемся данными, фотографиями, видео и так далее. Если вы вирус такой же получили компьютер свой, туда подключили свой телефон, он также может быть заражен таким же образом. То есть это надо тоже иметь в виду, и тоже по сомнительным ссылкам, конечно, проходить не надо, обязательно узнать антивирусное обеспечение, программное обеспечение, и как на телефон, так и на компьютер, для того, чтобы действительно не было таких проблем. А проблема это сейчас очень серьезная на самом деле. То есть вирусы сейчас все более и более совершенны становятся, и иногда мы можем даже не понять, что оказалось так, что мы потерпевшие. У нас похищены денежные средства. Следующий у нас выступающий, я, наверное, передам слово своему коллеге, Евгению Владимировичу, добавить, да? Напомните своих коллег с органов внутренних дел, то есть как раз таки состояние законности в нашем случае вашей республики именно по видам преступлений, о которых идет речь. Немного отойду от темы, которая была озвучена. Хотелось бы узнать у присутствующих, когда вопрос задавали, у кого есть смартфоны с подключенным к нему интернетом и, соответственно, функции мобильной банка. Можно еще раз сказать? А теперь те, у кого антивирусное программное обеспечение не установлено, можно что-то? Только человек.
Один только, да? Ну, в основном, я так понимаю, да, после сегодняшней беседы. И к вам вопрос. У кого есть и смартфоны, и банковские карты подключены. Вот как вы считаете, да, вот сегодня двое наших коллег выступили с МВД, считаете ли вы себя защищенными от мошенников, иных преступников, которые совершают преступления в интернет-игре? Вот вы услышали, да, то, что звонят преступники по разнообразным поводам, пытаются вас подвести к банкомату, либо пытаются, чтобы вы перевели им деньги своих смартфонов. Я так понимаю, каждый думает, что он этого делать не будет, и, соответственно, он от совершения в отношении него преступления застрахован. Вот, на самом деле ситуация немножко иная. Вот теперь, коллеги, кто знает о том, что такое функция быстрый платеж и авансовый счет? Кто-нибудь может сказать? Вот, можно вам сказать. NFC, да, получается. Что? NFC получается. Ну, прислонил телефон, терминал оплатил. Ну, это немножко другое, да. В двух словах, это функция, которая позволяет вам посредством отправления СМС перечислять денежные средства с ваших смартфонов и либо через банковскую карту, либо через лицевой счет. Так вот, все здесь присутствуют. Например, получаете СМС от своего друга. Посмотри, пожалуйста, прикольный фото и ссылка. Кто из вас посмотрит, нажмет на эту ссылку? Я бы, допустим, нажал, да? Потому что сообщение приходит от моего друга, знакомого, из какого-то стороннего номера. Я думаю, это сделают все. Так вот, как было озвучено начальником ДЛК МВД республики, посредством нажатия, простого нажатия на смс-ку от человека, которого вы знаете, либо вы скачаете какую-либо программу, то есть у вас стоит антивирус, вы скачали программу, интересную программу в плеймаркете, вот, производится заражение вашего смартфона. И посредством использования этих двух функций, это быстрый платеж либо авансовый счет, например, будет произведено хищение денежных средств с вашего телефона и банковской карты. Для вас это будет как происходить? Звонков никаких к вам не поступало. Вроде ничего вы не делали. Просто пришли однажды к банкомату, и денежные средства, которые были на карте, у вас отсутствуют. Проблема в том, что существует два вида преступлений, с помощью которых похищают денежные средства с ваших телефонов. Первое – это мошенничество. Это когда вам звонят и уговаривают любым способом перечислить денежные средства. Второе – это тайные хищения. То есть те хищения, о которых вы не догадываетесь, и вы обнаруживаете уже их постфактум. Так вот, тайными хищениями чужого имущества в сети интернет занимаются структурированные организованные преступные группы, которые, как правило, располагаются где-нибудь за рубежом, либо, может быть, на территории нашей страны, но они законспирированы, они профессионально обучены, у них профессиональная техника, и раскрыть это преступление крайне сложно. Общая раскрываемость вот этих преступлений в сети интернет у нас в республике 6%. То есть только каждое 16-е преступление раскрывается. Из 16 человек один преступление в отношении одного раскрывается, остальные 15 остаются нераскрытыми. Вот. И в данном случае важно себя обезопасить. Только путем принятия превентивных мер можно обезопасить себя от того, чтобы, банально от того, чтобы денежные средства, которые вам принадлежат, были похищены. Поэтому в настоящее время, с учетом того, что, естественно, никто не будет отвечать на звонки и переводить денежные средства неизвестным лицам, необходимо, чтобы у лиц, которые имеют смартфоны и банковские карты, они здесь присутствуют, во-первых, необходимо установить программное обеспечение, как минимум бесплатное. Вот. В большинстве случаев оно помогает предотвратить хищение. Почему? Как работают вот эти организованные группы, про которые я говорил? Они рассылают вирусы
максимальному числу пользователей. Ваш телефон заражен. Вот. Но хищение сразу не производится. Для того, чтобы похитить денежные средства, преступникам нужно найти какую-то группу, которая их в последующем обналичит, а это не так просто. И поэтому, несмотря на то, что телефон ваш заражен, хищение сразу не происходит. Когда у преступников появилась возможность деньги обналичить через другую группу, они буквально нажимают клавишу, и с ваших телефонов, допустим, 1000 телефонов загружены. С 1000 телефонов денежные средства переводятся по конкретным лицевым счетам либо банковским картам. И вот бесплатное программное обеспечение, которое можно скачать буквально сейчас за минуту, оно позволяет удалить вирус на стадии, когда произошло заражение, до стадии, когда произошло хищение. Вот это раз. Во-вторых, если вы не пользуетесь услугами, которые я озвучил, это быстрый платеж и авансовый счет, то есть если вы постоянно не переводите денежные средства посредством своего смартфона, наиболее рационально будет отключить эти функции. В таком случае, даже если вирус попадет на ваш смартфон, перечислить денежные средства по каким-то сторонним абонентам, либо на сторонние банковские карты он не сможет. Вот. И я, честно говоря, сам об этом узнал недавно. Я отключил у себя на смартфоне функцию перевода денежных средств с банковской карты на банковскую карту и сидел и был уверен, что у меня денежные средства не похитят посредством даже установки вируса на мой смартфон. К сожалению, оказалось не так. Вот. Есть еще одна опция, кроме опции быстрый платеж, есть еще опция авансовый счет. Ее тоже нужно отключать. Вот для сведения, в текущем году в Чувашии зарегистрировано 1512 преступлений такой категории, о которой мы говорили. Из них 47%, около 750, совершены посредством вирусного программного обеспечения. Соответственно, еще раз повторю, только вот установив антивирус и отключив эти функции, вы можете быть уверены в том, что вирус, попав на ваш смартфон, денежными средствами никуда не перечислит. И еще маленькая просьба, то есть не находите что-то для себя затруднительным, не находите для себя затруднительным при работе с банкоматом просто закрывать номер банковской карты, не номер банковской карты, ту комбинацию цифр, которые вводятся с помощью руки. Потому что, насколько в этом году поймали, в том году поймали 2 группы скиммеров, и вот люди, которые просто закрывали комбинацию цифр, соответственно, которые означают пин-код, и на банкоматы были установлены вот эти скиммеры, они не являлись потерпевшими, денежные средства у них не похищались. Элементарно преступникам некогда, и проблемно. То есть они вроде получили, как называется, свободная экспликация? Реквизитар. Да, там банковские карты, но они не видят на установленной видеокамере, какой у вас пин-код. Они просто не связываются дальше, они работают с теми, кто не закрыл рукой эту комбинацию. Вот и все. Все понятно? У нас также пригласили работника Сбербанка. Вот, я думаю, что вы сможете запомнить, да, наш разговор. Да, и момент такой. Может быть, вы сможете нам рассказать, есть ли возможность вернуть свои деньги в том случае, если все-таки хищение произошло с помощью тех же самых почтовых кредитных организаций? Или уже возможности потери? Да, работает. Чтобы все проснулись. Коллеги настраивали презентацию. Очень часто случалось
связано с тем, что смотрите, Сбербанк, клиентов Сбербанка огромнейшее количество, и в процентном отношении по сравнению с другими банками потерпевших становится больше. Не от того, что услуги банка плохие, а от того, что количество людей, использующих услуги банка, на порядок больше, чем остальных. Ну, суть не в этом. Мы сейчас поговорим о том, что было сказано уже коллегами, да, и я немножко дополню некоторые вещи, чтобы было понятно. Давайте щелкнем дальше. Для того, чтобы понимать суть проблемы, да, я хотел здесь вот, ну, даже пока не вдвоем, описать несколько способов, основных способов списания денег с банковских карт. Это не говорится о картах Сбербанка, да, чтобы было понимание. Это касается, в принципе, банковских карт любого банка. Вот. Принцип работы мошенников и работы карты на динамику. То есть списание денег с карты может происходить путем ввода пин-кода через банкомат, да, или терминала, о чем мы говорили. Списание через интернет, тоже уже мы с вами обсуждали. Использование белого пластика, ну, как раз это следствие скиминга, о котором только что говорили, когда изготавливаются преступниками на основе практически дамов дубликаты карт. По сути дела, закачивается на баланс карты, по сути, здесь он еще называется белый пластик. И плюс, значит, неправомерное использование услуг мобильного банкинга посторонними лицами. Так вот, какие способы для этого используются? Да, вот здесь я их перечислил, о них мы уже с вами говорили. Здесь они в основном включались, и просто требуют на физическое завладение картой. Физическое завладение картой может быть путем противоправного ее завладения, там, хищения, ну, путем кражи, разбойного, и так далее, да? Либо путем временного завладения какими-то там знакомыми, родственниками и так далее. То есть у нас таких случаев было немало, когда работники, даже коллеги по работе где-то там у кого-то, да, брали карту своего товарища, грубо говоря, или своего коллеги, ходили, пока где-то бегали, там, или работали во время обеда, выходили в банкомат ближайший, и зная пин-код, а пин-код они знали как раз потому, что ходили всей толпой и вместе там чуть ли не подсказывали, там, куда нажимать, когда учились работать с картами, да, узнавали пин-код как раз путем таким образом, и, соответственно, потом в отсутствие хозяина брали эту карту и ходили. Получение информации, нет, давайте назад вернемся. Получение информации от граждан, да, вот, о пин-коде и так далее, тоже об этом говорили, тоже путем обмана, смс-сообщения, там, звонки и прочее. Следующий путь — это доступ посторонних лиц к услугам мобильного банка. Опять же, при утрате карты, еще раз повторяю, да, при утрате телефона, либо при переходе на другой номер, либо при неиспользовании и не блокировании этого номера. СМС-сообщения мы с вами говорили, значит, много случаев в последнее время тоже частично затронули, да, эту тему, когда мошенники уговаривают человека подойти к банкомату, вставить свою карту и ввести номер телефона того человека, который якобы хочет тому что-то перевести. То есть тем самым человек сам подключает к своей карте услугу мобильный банк на другой чужой телефон, которым мошенник использует. Фишинговый сайт. Что такое фишинговый сайт, да, для понимания? Ну, это слово фишинг, все знаете, да, рыбалка. По сути дела, это подделка сайта в интернете какой-то компании, которая торгует чем-то, да, банка какого-то там, отеля, не знаю, всего что угодно. То есть внешне очень похоже, но при этом адресная строка совершенно другая. И при этом, когда человек заходит на фишинговый сайт, от него начинают запрашивать те сведения, которые обычно не запрашиваются. Номера карт, номера кодов, там, СИФ, называемый код, который на карте написан и так далее. То есть сведения критичные, которые для нормального сайта не требуются.
скимминг мы с вами говорили, и вот самая больная тема, о чем чаще всего сейчас мы говорим, это как раз возможность удаленного управления вашими мобильными устройствами вследствие приложения. Давайте дальше. Причины банальные, простые, которые, в общем-то, всем известны, но на которые мы не обращаем внимания. Это небрежное хранение карт, когда пин-код вместе с картой там, на бумажке приколот, либо написано на самой карте, да, и карта валяется где попало. Это свободный доступ к карте посторонних лиц, на работе где-то карта или кошелек идет с картой и так далее. Дома иногда бывают такие случаи, все наверное были, когда родственники, дети там, муж у жены, ребенок у родителей похищал, доставая карту и пин-код. Размещение информации о номере карты в открытых каких-то объявлениях. Да, у нас очень много случаев, ну вы видите, объявления связаны там, с оказанием помощи больным, детям, там, людям и так далее. Да? И люди, при этом те, которые просят помощи, указывают номер карты. Тем самым выдавая, по сути дела, очень критичную информацию для всего преобладания. Это делать не надо, есть один способ, это указание номера телефона, на который подключен мобильный банк. И, по крайней мере, номер карты нам известен, и специально такого не произойдет. Еще одна причина, о которой мы говорили, это несвоевременное отключение услуги мобильный банк при замене телефона, либо утрате телефона в течение потери и так далее. Блокирование СМС, несвоевременное блокирование карты при получении СМС о несанкционированном списании. Если вы получили СМС-сообщение о том, что у вас пошло какое-то списание странное, первое, что вы должны делать, сразу позвонить по телефону горячей линии, который на карте указан, и тут же заблокировать свою карту, дабы не дать возможность мошенникам деньги списать. Вирусное заражение, об этом мы уже говорили, это причина последующих действий способствующих совершению преступления, подключение к чужому номеру телефона и свободный доступ к мобильному телефону. То есть в данном случае, о чем речь? Если ваш телефон даже оборудован антивирусными и прочими делами, но его экран не заблокирован, и любой человек может зайти, то когда вы, там, условно говоря, телефон где-то оставили на столе, там, я не знаю, в учебном своем заведении, там, на какой-нибудь вечеринке там своей, да, бросили его на стол и пошли куда-нибудь гулять, то другой человек, который находится там, рядом с этим телефоном, взяв его в руки, имеет возможность использовать вот этот телефон и услугу мобильный банк, которая подключена к телефону, для совершения там, списания денег. Чтобы было понимание, да, как работает мобильный банкинг, я не говорю конкретно Сбербанка, а в принципе. Это, ну, условно говоря, эта вся схема, она разделяется на две части. Да, мобильное устройство и банк. То есть принцип работы следующий, что банк получает с номера телефона, который вы указали там, в заявлении на выдачу карты, СМС-уведомление, что прошу перевести там перевод такой-то на такую сумму, на такую-то карту или на такой-то телефон. Банк не понимает, в чьих руках находится телефон. Вы его используете, либо ваш там друг или не друг, или у вас его украли, кто-то его использует, либо это мошенник, который путем вируса получил возможность управления вашим телефоном удаленного управления. То есть банк этого не видит, он видит, что с этого номера пришло сообщение с просьбой о переводе. Банк уточняет, отправляя сообщение. Вы точно хотите отправить? Если хотите отправить, пожалуйста, введите такой-то пин-код. Ну, не пин-код, точнее, а комбинацию цифр. И только получив подтверждение того, что действительно вы хотите это сделать, не ошиблись ничего, а именно эту сумму. Причем, если кто переводил деньги, обратили внимание, что банк указывает номер, даже не номер, а имя, отчество владельца карты. То есть, если вы вдруг случайно ошиблись там в цифре какой-нибудь, да, банк уточняет, точно вы хотите этому товарищу отправить. Если вы там какому-то своему брату отправляете, условно говоря, да, Сидоров Иван Иванович, то у вас там будет для подтверждения перевода Ивану Ивановичу С, прошу ввести такой-то код. То есть банк еще раз вас просит перепроверить то, чего делает. И только после того, как вы подтвердили, введя этот код, значит, да, значит, как же с этим, как говорится, бороться? Ну, в целом уже в основном сказали, что да, главное первое это антивирусная безопасность
мобильных устройств, потому как у нас в основном сейчас все услуги в большей степени переходят в область мобильного, значит, банка. То, о чем говорили, никогда никому не сообщайте номер карты, ни пин-код, тоже говорили. Почему? Объяснили, все понятно. Надо понимать, что банки, когда с вами пытаются, значит, установить контакт для уточнения какой-то информации, они не запрашивают у вас этих сведений. Банк, который вас обслуживает, этого не надо, у него вся эта информация есть. То есть, если от вас кто-то начинает запрашивать информацию, введите пин-код или укажите пин-код, там, прочее, значит, вы должны прекратить общение. Простая мера исключения свободного доступа к карте пин-код. Простая, но эффективная. Свободный доступ к мобильному устройству, о чем мы сейчас с вами говорили, да? Анекдот есть такой, это надо рассказать. Хранение информации о пин-коде вместе с картой категорически запрещено. То есть элементарно, вы просто выронили случайно где-нибудь в магазине, в автобусе или кто-то такой говорит, что вас из кармана вытащил, кошелек или карту, и на ней все есть, пожалуйста, вы уже потеряли деньги. СМС-сообщения, тоже о чем говорили, да, как пришедшие от непонятных источников, там, СМС-сообщения, не поддавайтесь любопытству, не рискуйте своими деньгами. И вот еще немножечко буквально. Никому свою карту передавать не надо. Такие случаи, к сожалению, частенько бывают, когда типа друг, в Анапе вот моя карта, вот пин-код такой, сходите, снимите деньги, да, в банкомат соседей, мне лень или некогда или там что-то еще. Не надо этого делать. Вот вам сходит денежку, снимет вашу, которая вам нужна, но потом еще снимет то, сколько ему нужно. Прикрытие карты, вот об этом мы уже говорили, да, то есть элементарно. Действие несложное, но при этом очень серьезно усложняет возможность мошенникам, возможность в случае компрометации карты использовать, значит, средства. То, о чем говорили, то же самое. При расчете в интернете очень аккуратное использование, то есть элементарно, другая карта пустая, на которую закинули, дальше перевели. Неразмещение информации о нас карте, тоже говорили. Включение услуги мобильного банка и убрать телефон. Собственно говоря, правила очень простые, элементарные, но они вполне эффективны, и при аккуратном пользовании своим телефоном и своей картой рисков практически никаких. В случае со скиммингом, если действие мошенника, вернее ущерб причинен клиенту не по вине клиента, то банк деньги вот эти возмещает. В данном случае, когда люди попались на скимминг, объективно они, конечно, не могли определить, значит, визуально, что это там скимминг стоит или нет, потому что скимминг – это оборудование, которое изготавливается под конкретный вид, модель банкомата, и визуально отличить практически невозможно. Вот. Мы с коллегами, когда людей задерживали, интересно было смотреть на это все, потому что визуально, вот, если ты не знаешь, как это увидеть его. Но закрытая карта, пин-код, точнее, сверху прикрытый, он уже не позволяет этим воспользоваться. Да? Но, еще раз повторяю, если это произошло не по вине клиента, значит, банк эти деньги возмещает. Но если вы, извините, позволили заразить свое мобильное устройство, свой телефон или компьютер, когда это произошло включение, то, конечно, не слышно. Так. Давайте еще раз щелкнем. Ну, собственно говоря, все. То есть ничего нового я не сказал, все уже было сказано, но единственное, что эти элементарные вещи, которые надо знать, помнить, и тогда проблем с использованием банковских продуктов, банковских карт в том числе, не возникнет. Готов ответить на вопрос. Вопросы есть? На сайте Сбербанка размещены не презентации, там размещены основные меры по обеспечению безопасности карт. Соответственно, есть там на многих листах расписано более подробно, как обеспечить безопасность. Это уж я так совсем бегал с учетом краткого времени, выделенного для встречи, писал. Принципиальные вещи. На сайте и в материалах там более подробно все это расписано.
Еще вопрос? Вот такой вопрос. Вот, допустим, перечислил деньги на счет мошенника. И когда он понял это уже, есть ли возможность, например, эту операцию отменить для того, чтобы деньги следовать? Ну, здесь по-разному бывает. В основном сейчас, учитывая то, что для клиентов очень важно обеспечить скорость совершения операций, банки, все, не только Сбербанк, а вообще любые банки, они стараются увеличить скорость прохождения платежей. И поэтому, если деньги проходят быстро. Если деньги упали уже на счет другого клиента, то, конечно, вернуть их будет проблематично без ареста счета того, есть такая проблема. Поэтому максимально быстро надо, если вы что-то обнаружили, бежать в банк или там звонить, блокировать свою карту и пытаться вернуть эти деньги. Но это уже, если деньги еще в пути, то их вернуть можно. Но если они уже упали, то это уже проблематично. Без санкций суда так. То есть все-таки очень много зависит от своевременности. Да. В принципе, если побежал сразу в банк, то каких-то шансов еще остается. И позвонил, скажем так, да, остаются, хотя, еще раз говорю, вот скорость перевода, она сейчас многократно возросла. Если раньше там переводы шли там день, два, три, то сейчас это происходит в течение там очень короткого времени, даже может быть, минут там. Поэтому сложно, но поэтому надо беречься. То есть здесь можно и в банк обратиться, и в полицию. Это обязательно, это обязательно. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Мы, в принципе, уже заканчиваем мероприятие. У нас остался еще один ролик, где кратко, скажем так, будет подытожено наше выступление и перечислены способы мошенничества. Разных способов мошенничества. Прошу, просим показать. Здравствуйте, в эфире программа «Личные деньги», с вами Павел Рамкин. Наша передача для тех, кто хочет научиться максимально эффективно распоряжаться своими сбережениями. Сегодня поговорим о том, как сохранить свои деньги в кошельке и на банковской карте. Сотовая связь, интернет, банкоматы. Сегодня у аферистов есть прекрасная возможность сколотить на этом состояние. Доверчивые россияне с маниакальным постоянством попадаются в сети мошенников. Только в нашей республике с начала года уже зарегистрировано больше 1000 случаев. Причем в близко не только пенсионеры. Уловкам жуликов охотно верят люди молодые и, казалось бы, хорошо знакомые с возможностями современных технологий. Какие способы у преступников сейчас в тренде? Можно ли быстро распознать обман и сохранить свои сбережения? Расскажем прямо сейчас. Алло, пап, ты меня слышишь? Алло, кто это? Это я. Леш, ты что? Да, это я, Леша, пап. Я в беду попал. Этот звонок дорого обошелся Виктору Борисову. На другом конце провода был якобы его внук. Он попал в ДТП, и нужны были деньги, чтобы откупиться от проблем с законом. О том, что это классическая схема телефонных аферистов, мужчина не знал. В итоге перевел на их счет почти всю пенсию. Позже прозвучал еще один звонок, и вновь от внука, настоящего. Внук позвонил, я говорю, учитель отпустили, говорю, он откуда вы отпустили? Я говорю, ты же сказали, вот мне позвонили, ты чего, говорит, дедуля? Ничего, говорит, нету. Схема попал в ДТП, нужны деньги, чтобы дать взятку полицейскому, в Чебоксарах самая популярная. На нее приходится 79% всех преступлений. Чаще всего звонки поступают из Новосибирской и Самарской областей. Как показывает практика, обычно телефонными мошенничествами промышляют заключенные. Преступники путают следы, оформляют сим-карты на сторонних людей или пользуются номерами умерших. Звонок для них как лотерея, телефоны набирают наугад. Преступник, как правило, хорошо знает психологию человека. В основном жертвами таких афер становятся престарелые граждане. Мошенник вводит в свою жертву сильное эмоциональное возбуждение. Потерпевший теряет контроль над своими мыслями и охотно верит в обман. И чтобы не стать жертвой таких мошенников, достаточно перезвонить родственнику, который якобы попал в беду, и убедиться, что с ним все в порядке. Таких историй, когда
обычный телефонный звонок ведет к разорению, тысячи по всей стране. Второе место в топе мобильных обманов – разблокировка банковской карты. Проведу небольшой эксперимент. На ударный беру несколько телефонных номеров и представлюсь неким сотрудником банка. Здравствуйте, вас беспокоит банка. Дело в том, что ваша банковская карта заблокирована, и чтобы ее разблокировать, мне потребуются некоторые ваши данные. Для начала представьтесь, пожалуйста. Илья Владимирович, чтобы разблокировать вашу карту, теперь мне потребуется пин-код. Можете его сказать? Ваша банковская карта заблокирована. Чтобы ее разблокировать, мне потребуется ваш пин-код. Ольга Владимировна, теперь мне потребуется ваш пин-код, чтобы разблокировать карту. Как показал эксперимент, доверчивых людей в Чебоксарах немало. Из 5 звонков сработали 3. Я даже не назвал наименование банка, а люди уже готовы были сказать мне свои данные. Лишиться денег можно, прочитав простое СМС. Елена Алексеева позвонила по номеру, указанному в сообщении. Псевдобанкир посоветовал перевести все средства с карты на другие счета, пока ее не заблокировали. Пообещал, что это временно, и вскоре сбережения вернут. В итоге женщина лишилась 27 тысяч рублей. Такое чувство, говорю, как будто вы меня сейчас обманули. Нет, что вы говорите? Мы, говорит, завтра вам по сообщению отправим новый пин-код. Вы, говорит, полностью снимете ваши деньги. Если вы получили СМС-сообщение о блокировке карты, ни в коем случае не бросайтесь, не паникуйте и не бросайтесь звонить по тем телефонам, которые указаны в СМС-сообщении. Для того, чтобы проверить достоверность информации, присланной вам СМС-сообщение, вам необходимо связаться по телефону круглосуточной службы поддержки, указанной на номере платежной карты, либо по номерам телефона банка, выпустившим карту, указанным на сайте банка. Интернет-магазины и бесплатные сайты – объявление еще одно поле, на котором пасутся мошенники, прикидываются продавцами или покупателями, пытаясь выведать реквизиты банковских карт. Мошенники созваниваются с продавцом и предлагают задаток или полную стоимость перечислить на банковскую карту. Для этого они узнают ее реквизиты и в последующем при входе в систему управления банковским счетом запрашивают у владельца карты пароль для входа в его личный кабинет. Таким образом, злоумышленники получают доступ к вашим деньгам. Обнуляя счета, преступники испаряются, найти их потом в сети практически невозможно. Между тем, простофилям, плюнувшим на удочку аферистов, банки вряд ли возместят ущерб. Приобретая банковскую карту, клиент принимает в свои обязанности хранить персональный пин-код карты в тайне и не сообщать его третьим лицам. В том числе в телефонных переговорах, когда, например, собеседник представляет работников банка и просит для уточнения каких-то либо моментов сообщить как пин-код карты, так и свои персональные данные. Если клиент сообщил мошеннику свои персональные данные, свой номер пин-карты, то на возмещение он может не рассчитывать. Дурят и при помощи высоких технологий. Большое распространение получила уловка под названием фишинг, иначе рыбалка. Гаджеты заражают вирусом и ждут, когда человек вновь зайдет за покупками в интернет-магазин. Только вместо нужной странички программа перебросит его на сайт-близнец. Летом в такие интернет-ловушки чаще всего попадают отпускники, пытающиеся найти авиабилеты подешевле. В МВД заявляют, отличить оригинальный сайт от виртуального клона несложно. Есть много ссылок, кнопочки, да, так называемые, на этом сайте, необходимо пройтись по всем кнопкам. То есть там есть пресс-информация, да, информация для граждан, есть другие ссылки. Как правило, злоумышленники создают единственную работающую ссылочку, которую необходимо ввести для того, чтобы зайти на сайт, это логин и пароль. Остальные, как правило, кнопки, они являются неработающими. Обращайте внимание на адрес сайта. Он может отличаться на 1-2 буквы. Страница должна иметь безопасное соединение и начинаться с букв HTTPS. Если вначале просто HTTP, это, скорее всего, страница мошенников. Защитить гаджеты от взлома помогут и программы антивируса. Сергей Крестовский ими пренебрег, когда совершал покупки через интернет. Через некоторое время приходит СМС-сообщение, что с моей кредитной карты списано 10 тысяч рублей. Чебоксары 2013. Назиргель Гардер, так называют тех, кто проводит махинации с банковскими картами. Его напарник в это время ведет задушевную беседу с полицией. Что вы делаете, разговор?
На самом деле преступники пытались установить на банкоматы специальные считывающие устройства, чтобы потом сделать дубликаты всех карт, побывавших в терминале, и обнулить прикрепленные к ним банковские счета. А что там установлено? Скрытая камера для набора пин-кода. Данная камера, когда мы нажимаем на кнопочку, фиксируется набрать пин-кода. Вот эта вся штучка, это и есть вторая накладка, которая считывает данные с самой карточки. Определить скининг устройства самостоятельно достаточно сложно. Внешне оно практически не отличается от деталей банкомата. Единственное, что в таком случае советуют делать полицейские, это при наборе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Камеру мошенники обычно устанавливают над клавишами, но благодаря такому незамысловатому приему они так и не узнают ваш пароль. Это правило личной безопасности. Банки также делают все, чтобы предотвратить преступления. В каждой кредитной организации есть подразделения, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю анализируют транзакции, происходящие по миллионам карточек. В организациях должны быть созданы службы информационной безопасности. Настройки программного обеспечения, технических средств, организации использования информационных ресурсов в кредитных организациях должны обеспечить необходимый уровень информационной безопасности, что позволит противодействовать совершению мошеннических преступлений. Полицейские все-таки рассчитывают, что сами пользователи карт станут внимательнее. Вернуть потерянные деньги сложно, а восстановить здоровье после нервного срыва еще труднее. Если вы все же стали жертвой киберпреступников, то вам необходимо немедленно позвонить в банк по официальному телефону и заблокировать свою карту. Ну и, конечно же, обратиться в полицию. Помните, банковская карта – это ваш второй кошелек, и с ней нужно обращаться так же аккуратно и внимательно, как с обычным. Напоминаем, ГТРК Чувашия и Чувашкредитпромбанк проводят финансовую викторину. Ее участники могут не только проверить уровень своих финансовых знаний, но также получить ценные подарки. Главный приз – планшет Samsung Galaxy Tab. Подробнее об условиях конкурса вы можете узнать, пройдя по ссылке, указанной на экране. Я же с вами прощаюсь. Это была программа «Личные деньги», и надеюсь, к следующей нашей встрече их у вас станет больше. По-моему, все максимально доступно разъяснено. Вопросы еще остаются у вас? Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие было полезно для вас. Много полезных получили, много полезных знаний, да, Петя? Я думаю, что теперь, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Вооружен знаниями такими, я думаю, что вы не станете жертвой мошенника и действительно себя безопасите. Спасибо большое, что подошли. Мы тогда заканчиваем мероприятие.